Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Юлия Аппел. Главное в программе сегодня. Интервью генерального секретаря НАТО о российской пропаганде и военных учениях. Вчера под украинцами, сегодня под сепаратистами. Жители прифронтовых деревень в Восточной Украине рассказывают о своей жизни. И украинская летчица Надежда Савченко назвала суд по ее делу цирком. Как обычно, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина. Перемирие, убивающее надежду на мир. В результате очередного обстрела боевиками так называемой ДНР поселка Широкино, это пригород Мариуполя, погиб мирный житель, заявляют в Мариупольском УВД. Мы попросили прокомментировать это сообщение замминистра обороны непризнанной республики Басурина. И вот цитата: «Гибель гражданских – это всегда плохо. По поводу пострадавших ничего не знаю». О том, как Мариуполь ожидает наступления боевиков и российских войск, говорили в американском Конгрессе. Подробнее об этом коллеги из Вашингтона. Далее в программе. Ну а прямо сейчас материал о том, как живется людям в прифронтовых деревнях. Заявления политиков их уже не интересуют. Отсчет времени они ведут в часах тишины между обстрелами. Разные судьбы сплелись в одну. Вот хожу и плачу. Октябрьский, Углегорск, Светлодарск, Дебальцево. Разные населенные пункты по обе стороны фронта. Разные судьбы тех, кто пережил самые страшные дни и сейчас пытается начать жизнь заново, сплелись в одну. Здесь же страшное, что творилось. Здесь вон везде воронки. Вы пройдите, посмотрите. Вон возле исполкома воронка. Огромная. Да, за что? Мы ж мирные люди. Что тут обстреливать нас? Кого тут обстреливать? Нам жилось, и когда не стреляли лучше. Вот тогда нам хорошо жилось. Мы работали, зарплату получали, и пенсию. А сейчас сказать... Нереально, потому что мы как Ребенок 10 лет, он со мной от меня не отходил, он все время трусился. Мама, как мне страшно. Теперь названия этих населенных пунктов не исчезают из выпусков новостей. А еще год назад о маленьких городках на востоке Украины не знал практически никто. И местных жителей такое положение дел вполне устраивало. Это Дебальцево долбут. Сколько ж его долбать? А теперь вот тоже ждем, неизвестно, что они тут. Стоят же под стенками. То не знали, что такой город есть, а теперь знаменитость. За это Дебальцево раньше никто не знал. Никто. Ну, знали, что железнодорожный узел. Сейчас уже весь мир только Дебальцево. Импровизированный рынок в Светлодарске на ступенях полуразрушенного административного здания. Не получающие пенсии и зарплаты по несколько месяцев люди ищут, где купить продукты подешевле. Как и на любом рынке, здесь можно услышать споры и ругань. Только на этот раз спорят о войне и политике. Я только думаю, и у меня только одни мысли в голове, что это все-таки террористы. Я не верю, что это украинская армия. Да ну, глупости, короче. Какие террористы? Перестань. Это мы Перестань, А где говорить. они тут? Да. А где они? Они стреляют из Горловки, из Углегорска. Снаряды летят, они до 500 километров снаряд летит. 50-500 километров. Сейчас такие там у них ураганы, эти смерчи. Ну вот видите, народ какой у нас. За шмат вареной колбасы у вас хоть матерь попроси. Споры спорами, но людям по большому счету все равно, кто именно обстрелял их дома. Не поймешь, со всех сторон такой грохот стоял, так бомбили, так горели дома. Так все рушилось, что это страсть Господня. А 18-го кто разбил? Не знаю. Ну, били все. Возвращаясь к мирной жизни, люди смотрят на разрушенные дома, и многие думают, что им еще повезло. Стеклопакетов нету, крыша побитая. Но это мне еще повезло. Машину там попорвало так, это сам, осколками. Это мне повезло. А рядом вообще и крыши нету, и дома, и дома нету. Местные жители с горькой иронией сравнивают себя с персонажами некогда популярного фильма о гражданской войне. Как в фильме «Свадьба в Малиновке». Белые пришли, грабят нас, красные пришли, тоже грабят. Все грабят. И наши грабят. Екатерина Кочкина, Виктор Кульганик. «Настоящее время». И время передавать слово в Вашингтон. НАТО реагирует на обвинение Владимиром Путиным Запада в подрыве российской власти. Юлия, ждем от вас подробностей. Сергей, спасибо. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нанес визит в Вашингтон. Он встретился с министром обороны США Эштоном Картером и советником по национальной безопасности Сьюзан Райс. С главой Альянса побеседовал наш корреспондент Джефф Селдин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прилетел в США на семинар по трансформации НАТО. В ходе визита поднимались вопросы трансатлантической безопасности, от действий России в Украине до обстановки в Афганистане. В интервью нашему корреспонденту Столтенберг ответил на обвинение президента России Путина в том, что некие западные агенты пытаются подорвать российскую власть. Это еще один пример того типа пропаганды, который множеством способов осуществляет Россия. Мы ответим на нее, говоря правду. А правда заключается в том, что НАТО отвечает на агрессивные действия, к которым, как мы видим, Россия прибегает в Украине. Мы отвечаем на них пропорционально и в оборонительном духе, в полном соответствии с нашими международными обязательствами. Кроме обвинений в подрыве власти, Москва обвиняет Запад в двойных стандартах, указывая на то, что российские военные маневры вызывают резкую реакцию, а учения, которые проводят сами члены НАТО, осуждения не вызывают. Столтенберг отметил, что НАТО ничего не имеет против учений как таковых. Вопрос в том, как они проводятся. Каждая страна имеет право тренировать свои войска, в том числе и Россия. НАТО беспокоит то, что мы видим модель внезапных маневров. Это вызывает озабоченность и снижает предсказуемость и прозрачность, которую мы выработали за многие годы, особенно касающиеся военных учений. Для нас важно избегать такого рода ситуаций, непонимания, инцидентов, которые выходят из-под контроля. И большое количество внезапных маневров стабильности не способствует. Более пессимистичного мнения придерживается Джон Маккейн. Сенатор-республиканец, председатель комитета по вооруженным силам, ожидает начала наступления сепаратистов на Мариуполь. Маккейн – известный ястреб, и многие в Вашингтоне оценивают его слова с осторожностью. В том, что касается анализа действий Кремля за последние годы, в выступлениях Маккейна все чаще звучит фраза «я же вам говорил». Вот что сенатор заявил вчера на конференции в Центре стратегических и международных исследований. Очень редко в своей жизни мне так хотелось бы ошибиться. Но Линдси Грэм и я предсказали все те действия, которые сейчас предпринимает Путин. Я сейчас вам говорю, что после перерыва он попытается взять Мариуполь для того, чтобы иметь наземный доступ к Крыму, снабжение которого идет по водным и воздушным путям. Это очень дорого, и именно поэтому я думаю, что Мариуполь следующий на очереди. Я не могу, однако, предсказать, что он будет делать после этого. Многое будет зависеть от реакции на его действия. Очевидно при этом, что Молдова находится в очень уязвимой ситуации. Она не член НАТО и является самой бедной страной в Европе. В Приднестровье уже находится 14 тысяч российских миротворцев. Путин также оказывает огромное давление на страны Балтии. Польша сейчас также очень обеспокоена. Я не знаю, где он остановится. Думаю, что это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Но я точно знаю, что он хочет возродить Российскую империю. Он сам об этом говорит. Распад Советского Союза он называет самой большой трагедией 20-го столетия. И мне кажется, что наши европейские друзья и эта администрация игнорируют это поведение или пытаются найти ему оправдание. Передаем слово коллегам в Праге. Технической ошибкой признало следствие новое обвинение Надежды Савченко в применении ею запрещенных средств и методов ведения войны. Таким образом, украинскую летчицу по-прежнему обвиняют в пособничестве в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении границы. Расплывчатая формулировка об ошибке в судьбе Савченко, впрочем, не меняет сейчас ничего. СИЗО, голодовка, все как и раньше. Более того, с терминологией суда не согласился и адвокат заключенной. Нет такого термина в процессуальной терминологии, в уголовном процессуальном законе техническая ошибка. Либо вы с нарушениями принимаете процессуальный документ, либо нет. Поэтому и вывод отсюда: либо отменять его, либо не отменять. Сама же Надежда Савченко на суде выглядела бодро, а свое отношение к процессу выразила экспрессивно, используя медицинские термины. Следственный комитет допустил большую ошибку тем, что выкрал меня с Украины и привез сюда. Из-за меня у них сейчас добавилось очень много геморроя. А если я умру в России, то они подавятся моими костями. Так что пусть уже быстрее исправляют свою ошибку и принимают какое-то ответственное решение. Сейчас этот цирк уже заканчивается. В охотников за шедеврами превратились прокуроры Владимира. В этом российском городе начался суд по делу аналитика Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. В июне прошлого года вместе с активистами Албуров подарил на день рождения Алексею Навальному рисунок владимирского художника Сергея Сотова «Плохой хороший человек». До этого рисунок висел на обычном деревянном заборе во Владимире. С Георгием Албуровым встретилась моя коллега Зинаида Бурская. В поезде по пути во Владимир им было о чем поговорить.
исследователя. Мы с очень большим удовольствием наблюдали за этим плакатом. Мне кажется, он абсолютно прекрасен. Но мне, на самом деле, в самом начале было немножечко обидно. Да? У всех остальных дела там по 100 томов, какие-то экономические преступления, бизнес, схемы какие-то сложные. А у меня как кража картонки с забора за 100 рублей. Таким образом, Албуров, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Кулаченковым, тайно похитил чужое имущество, рисунок «Плохой хороший человек» стоимостью 5000 рублей, принадлежащий Сотову, чем причинил последнему имущественный ущерб на указанную сумму, которая является для него значительным. Отсутствует возможность идентификации данного рисунка как собственности Сотова, отсутствует возможность идентификации забора как место хранения имущества Сотова, отсутствует, как выразились в прокуратуре, описание функционального назначения забора. Несмотря на то, что раньше художник Сергей Сотов оценивал свой рисунок в 100 рублей, сейчас он согласен со стоимостью, которую указало следствие – 5000 рублей. Почему, миллион за нее просить это? Нет, 5000 я даже не знаю. Сотов рассказал, что работает дворником, что действительно вывешивал свои работы на забор, чтобы узнать, что думают о них горожане. Рисунки не подписывал, из скромности. Художник говорит, что работы пропадали и раньше, но он никогда не обращался в полицию. Просто дождь смоет, иногда клей отходит, иногда кто-то там что-то напишет на них. После допроса художника и одного свидетеля судья объявил перерыв до 31 марта. Активисты, которые приехали поддержать Георгия Албурова, пошли к тому самому забору, чтобы повесить на нем свои рисунки. Полицейские внимательно наблюдали за процессом, записали паспортные данные одной из девушек, которая участвовала в акции, но задерживать никого не стали. Это хорошо, когда идей много. Плохо, когда их нет вообще. Зинаида Бурская для настоящего времени. Мне же остается добавить, за такую вот кражу полотна Георгию Албурову и еще одному сотруднику Фонда борьбы с коррупцией грозит до 5 лет лишения свободы. А началась вся эта история заявления дворника-художника Сергея Сотова о краже его картины. Конец гласности. Не то вопросительный, не то утвердительный, но точно такой актуальной фразой мы назвали цикл сюжетов на тему «Свобода слова в современной России». Сегодня покажем второй материал, где своим мнением делятся известные журналисты Галина Тимченко и Николай Сванидзе. Тезисом о запретных для эфира темах никого уже не удивишь, но есть и другой вопрос. А нужна ли эта объективная журналистика аудитории сегодня? Настанет ли новая эпоха гласности? Ответы коллег выслушивал Александр Касаткин. Телевидение остается главным источником информации для подавляющего числа жителей России, и рейтинги информационных программ федеральных каналов продолжают расти. Российская пропаганда началась еще за несколько лет до начала киевского Евромайдана. Александр Орлов во время войны между Россией и Грузией 2008 года работал на информационном канале «Россия-24». Все центральные телеканалы, в том числе и мы, там не показывали российскую технику, не показывали российских солдат. Не говорили, что они там были заранее, какая-то значительная их часть. То есть военную технику и воюющую российскую армию показывать было запрещено. Мы показывали только воюющую грузинскую армию, которая безжалостно уничтожала мирное население в картинке и в кадрах. Мы показывали это страдающее население. Между тем, многие российские журналисты считают, что одна из основных проблем профессии в России – это аудитория, которая больше не хочет слышать не только о том, что в стране есть проблемы, но и в принципе потреблять негативную информацию. Галина Тимченко, на протяжении 10 лет проработавшая главным редактором популярного новостного ресурса «Лента.ру», утверждает, что аудитория больше не хочет сопереживать людям, попавшим в беду. Мы видим, что раньше любое сообщение о каких-то происшествиях с человеческими жертвами, о каких-то неприятностях вызывало повышенный интерес читателей не потому, что мы хотим чернуху, а потому что мы понимаем, что у читателей была более развита эмпатия. А сейчас все такие сообщения наталкиваются на, в общем, глухую стену читательского невнимания. Возгонка постоянная вот этого истерического желания войны, возгонка ненависти и чрезмерная эмоциональность наконец привели к тому, что читатель больше не хочет покидать свою зону комфорта. Он не хочет, чтобы ему рассказывали, что в мире тоже происходит что-то важное, серьезное, что требует его душевного участия. Он хочет развлекаться.
Судя по тому, что рассказывают наши коллеги из регионов России, эта ситуация не ограничена столицей. В формировании информационной политики активно участвуют и местные власти. Томская телекомпания ТВ-2 лишилась возможности вещания и вынуждена полностью перейти в интернет. Знаете, последние годы я общалась в основном с региональными своими коллегами. Очень многие из них толковые журналисты, любящие свою профессию, понимающие, что на самом деле происходит, но зажатые в такие тяжелые политические рамки, зажатые в такие условия, экономические в том числе, что они не могут себе позволить сказать лишнего слова. На круглом столе, посвященном 30-летию гласности, Леонид Парфенов заявил, что эпоха гласности закончилась, и до тех пор, пока не будет ситуации, при которой обществу потребуется перестройка, не возникнет потребность в гласности. Ситуация молчания коснулась и признанных мэтров российского телеэкрана. Обладатель многих регалий, заведующий кафедрой журналистики Института масс-медиа Российского гуманитарного университета, профессор, историк, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Николай Сванидзе рассказал о причинах своего редкого появления на федеральных каналах. Я наблюдаю ту позицию, в которой оказываются журналисты, не согласные с официальной точки зрения, когда они приходят в эфир, там, скажем, основных влиятельных телевизионных каналов. Как правило, они оказываются в некомфортной ситуации и их скорее используют в качестве мальчиков для битья. Вот, в качестве такого расходного материала. Вот. Я не вижу смысла в этом, поэтому я и не хожу, даже когда меня зовут. В августе прошлого года телеканал РЕН-ТВ закрыл неделю с Марианной Максимовской, одну из последних независимых аналитических программ в большом российском эфире. Корреспондент программы Роман Супер уже прекратил попытки найти работу на российском телевидении. Думаю, что телевидение будет гнить еще очень долго, на протяжении, наверное, десятилетий, вот по моим ощущениям. Ловить в этом бассейне, в общем, нечего. И журналисты, и эксперты связывают перспективы журналистики исключительно с изменением политической ситуации в России. Российская журналистика – это не автономная сфера, которая может иметь отдельное будущее от будущего страны. Страна в нынешнем состоянии, в нынешнем политическом режиме не имеет будущего. И точно так же российская журналистика не имеет будущего при нынешнем политическом режиме. Если в стране будут завинчиваться гайки, то, соответственно, это будет отражаться прежде всего на свободе слова. Если страна пойдет по пути диаметральному тому направлению, по которому оно идет сейчас, то тогда, соответственно, условия для журналистов будут улучшаться. Но сейчас признаки этого отсутствуют, на мой взгляд. В марте этого года американская неправительственная организация Freedom House обнародовала доклад «Свобода прессы-2014». Россия в нем заняла 176-ю строчку между Эфиопией и Суданом, как страна с почти полным отсутствием свободы слова. Александр Касаткин. Настоящее время. Вновь время передавать слово в Вашингтон. Юлия, эфир ваш. Многие эксперты и люди, просто интересующиеся Россией, считают, что в течение 15 лет пребывания у власти Владимир Путин не всегда проводил столь агрессивную политику в отношении внутренней оппозиции и соседних стран. Однако директор российских исследований в Американском институте предпринимательства Леон Арон убежден, что сценарий, который разворачивается в России в последние годы, был заложен с самого начала президентской карьеры Путина. Репортаж Татьяны Ворожко. Леон Арон считает, что с самого начала своего правления все, чего пытался добиться Путин, вернуть хоть какие-то активы государства, потерянные после падения Советского Союза. В середине страны он начал возвращать государству контроль над обществом. Медиа, суды, независимые организации, избирательный процесс, партии, парламент. Он делал это очень методично и достиг своей цели. Сегодня российская политика полностью в распоряжении государства. Во внешней политике Путин добивался восстановления главенствующей роли России на постсоветском пространстве. Однако в 2012 году произошла идеологическая трансформация, которой его подтолкнули протесты против фальсификации выборов. Он их воспринял очень болезненно, потому что чувствовал и в определенной степени был прав, что они так отвечают на то, что он сделал для городского среднего класса. Он им дал возможность путешествовать, они могли жить за границей, послать туда на обучение детей. У них не было недостатков
в продовольственных товарах. Их уровень жизни приблизился к европейскому. И это так они ему отплатили? Тогда же стало ясно, что российская экономика уже не может прогрессировать, а уровень жизни россиян расти. Именно последнее было негласным договором между Путиным и народом. Путин пошел по пути патриотической мобилизации или консервативных ценностей. Вдруг режим озаботился личной жизнью своих граждан, включая их сексуальные наклонности. Вдруг церковь стала хранителем национальной морали. Вдруг Путин начал восхвалять этнических русских. Дальше репрессии, поиск пятой колонны, кругом враги, восстановление советских символов и даже постепенная реабилитация Сталина. Война в Украине – естественная прогрессия патриотической мобилизации. И замороженным конфликтом, говорит Арон, Путин не удовлетворится. Только полная победа, включая расчленение Украины и смену режима в Киеве. Остановить Путина, по его мнению, могут только продолжительные и последовательные санкции Запада и предоставление Украине летального оружия. Эта стратегия, санкции или оборонительное оружие для Украины не смогут кардинально поменять точку зрения Путина. Но они могут со временем заставлять его принимать одно сложное решение за другим. И в определенный момент цена этой политики будет выглядеть слишком высокой даже для него. Путин, например, должен выбирать между финансовым спасением Роснефти, которая стоит с протянутой рукой и просит $23 миллиардов, или Сбербанком, который просит $3,5 миллиарда, и поднятием зарплат для его политической базы. Пенсионеров, врачей, учителей, ВПК – это миллионы работников, чтобы не отставать от инфляции, которая будет составлять не менее 15% в этом году. Хотя россияне поддерживают Путина сегодня, социологические опросы показывают, что они против человеческих потерь и длительной войны. И когда русскому народу придется массово платить за украинскую военную авантюру Кремля жизнями своих детей, влияние русской пропаганды начнет испаряться. Но и в этом случае, говорит исследователь, путь к миру не будет для Украины и Запада ни простым, ни быстрым. Французская прокуратура подтвердила наличие преступного умысла в действиях второго пилота самолета авиакомпании Germanwings. Сообщается, что Андреас Любец намеренно разбил самолет во вторник в горах на юге Франции. Мы связались с Юрием Карашом, экспертом по вопросам космической и авиационной политики, и задали ему вопрос, что являлось причиной подобных случаев в истории гражданской авиации, за исключением терактов. Основной причиной подобных инцидентов, безусловно, являлось какое-то временное или, может, даже постоянное психическое нездоровье летчиков. Как отмечает Национальный совет по безопасности на транспорте США, к сожалению, в настоящее время 24 американских летчика покончили жизнь самоубийством с использованием самолета. Основными причинами являются разного рода эмоциональные расстройства и огорчения. Это вот депрессия, ярость, обида, разочарование в чем-либо, может быть, даже в жизни в целом. Некоторые из тех, которые совершили эти ужасные поступки, столкнулись с какими-либо, с их точки зрения, неразрешимыми финансовыми или юридическими проблемами. Уже несколько авиакомпаний объявили о введении новых правил, которые требуют обязательного постоянного присутствия в кабине 2 членов экипажа. Но есть ли механизмы для предотвращения подобных инцидентов? Что касается методов досмотра или его глубины, ну, простите, как же можно мысли-то человека досмотреть? Ну, не получится, ведь то же самое Андреас Любец совершил акт самоубийства или массового убийства, это будет точнее, не с использованием каких-то подручных средств или чего-то того, что он пронес на борт, а с использованием своих знаний, своих рук и больше ничего. Как это можно предотвратить? Ну, говорят, нужно более жестко соблюдать правила. В кабине самолета никогда не должен находиться один человек. То есть вышел командир, если речь идет о 2 членах экипажа, обязательно должен кто-то зайти. Бортпроводник или бортпроводница. Но опять же, как смогут эти люди, не имеющие непосредственного отношения к пилотированию самолета, помешать летчику что-то сделать с машиной? Другими словами, если какой-либо летчик захочет погубить самолет, то он с 90% вероятностью это сделает. И помешать ему будет очень и очень трудно. Общемировым данным 50% авиационных происшествий – это так называемый человеческий фактор. В России этот показатель доходит до 80%.
Таким образом, делаем вывод, что полностью исключая человека из контура управления самолетом, мы как минимум в 2 раза повышаем надежность самолетов и вероятность на успешное завершение рейса. В Лозанне проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Они достигли критической стадии. К концу марта стороны должны выйти на принципиальное взаимопонимание по всем спорным пунктам. В Вашингтоне отмечают, что успеху переговоров могут помешать разногласия по иранскому вопросу между исполнительной и законодательной властью. Александр Панов продолжит тему. В Лозанне международная шестерка посредников США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран как никогда раньше близки к достижению политического соглашения. За последние месяцы стороны продвинулись вперед, хотя остаются разногласия. Позиция Конгресса с республиканским большинством может осложнить ход переговоров и возможность заключения соглашения. Иран требует снятия с него всех санкций, а американские законодатели готовы ввести новые. Законопроект сенаторов Кёрка и Менендеса предполагает введение новых санкций, если соглашение не будет достигнуто до 30 июня. А законопроект сенатора Коркера, главы Международного комитета, делает сделку с Ираном недействительной без согласия Конгресса. Законопроект Коркера будет голосоваться в комитете уже на будущей неделе, хотя Обама просил Конгресс подождать завершения переговоров с Ираном. Если переговоры сорвутся, а Конгресс примет новые санкции, нас не поддержат партнеры, единство группы 5+1 будет нарушено. Я не представляю себе, как за сотрудничество с Ираном мы будем наказывать японские или индийские банки. Мы что, закроем для них наш рынок? Чем суровее наши санкции, тем тяжелее потом прийти к компромиссу. Беспрецедентный шаг. 47 сенаторов-республиканцев направили открытое письмо Аятолле Хаменеи, предупреждая главу Ирана о том, что соглашение может быть расторгнуто после истечения срока президента Обамы. Сенаторы либо хотели помочь иранцам, либо навредить президенту. Так прокомментировала историю с письмом возможный кандидат от Демократической партии на следующих выборах Хиллари Клинтон. В Иране не рассматривают Конгресс и президента как связку плохой и хороший полицейский. Там думают, что американские власти просто не держат слова. Как заявил представитель еврейских организаций США, 84% американских евреев приветствуют соглашение с Ираном. Ядерная сделка с Тегераном – это тот вопрос, где Россия выступает вместе с западными партнерами. Международная группа занимает единую позицию, и Россия вносит свой вклад. Одновременно Россия сотрудничает с Ираном в строительстве легководных реакторов. И сколько продлится это сотрудничество, пока не ясно. До сих пор разногласия между Россией и Западом по Украине и другим вопросам никак не отразились на переговорах с Ираном. Вашингтонские эксперты оценивают перспективы сделки с Ираном с умеренным оптимизмом. Провал сделки означает и обострение ситуации в регионе, и новую ядерную гонку, теперь уже в арабском мире. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Завтра состоится 8-й по счету «Час Земли». Это самая массовая экологическая акция в защиту нашего общего дома. Миллионы сознательных и неравнодушных землян зажгут свечи и постараются хотя бы на час выключить свет и бытовые электроприборы, дав значительную передышку окружающей среде. По данным Всемирного фонда дикой природы, в прошлом году «Час Земли» поддержали более 2 миллиардов человек в 160 странах мира. Так что не забудьте выключить свет в субботу с 20:30 до 21:30 по вашему времени. И на этом мы закончим нашу программу. Смотрите нас на сайте currenttime.tv. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. До понедельника. Сергей, спасибо. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, да, и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время. Я Сергей Дорофеев. До свидания.